Всем привет, дорогие друзья! С вами Астарта Сантья Тара. Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы будем делать расклад на весну, на любовь. Что по судьбе для всех тех, кто в паре и в партнерстве. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой. Пока вы выбираете, я напоминаю, что все новинки, обратите внимание на новинки. Все ссылочки в описании к этому видео, мои контакты в инфоблоке. И, пожалуйста, пишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели поговорить, на какие темы вы бы хотели увидеть видео на канале. Потому что в большинстве своем, конечно, все видео на канале касаемо отношений. Может быть, вы что-то хотите другое. Почему касаемо отношений только снимаю? Потому что на них больше всего идет спрос и просмотры. И хочу услышать ваше мнение, обсудить с вами, что же вы хотите посмотреть. Может быть, это будут, конечно, и отношения, но какие-то другие грани, которые вас интересуют. И выбирайте свой вариант. Переходим к первому. Ну что, первый вариант, смотрим вас. И весна, любовь, что по судьбе для всех тех, кто в партнерстве. И основной фон весны. Это у нас выпала карта собак. Партнерство будет проходить очень даже гармонично. Здесь дружба, верность, взаимопонимание, забота друг о друге, привязанность друг к другу и желание быть постоянно вместе, постоянно рядом и проводить, конечно же, все свободное время и досуг совместно. Сигнификатор Кверинта, то есть ваш, дорогие мои, кто смотрит данное видео. Карта письмо. Здесь контактность, конечно, здесь постоянное желание, конечно, общаться, открытость, постоянно будете находиться вот в состоянии, в положении каких-то переговоров, разговоров. То есть здесь желание получить информацию, здесь желание общаться, здесь динамизм и работа с какими-то документами и бумагами. Тут может быть оформление каких-то важных бумаг для вашей пары, для вашего партнерства. В общем-то, тут именно вот контактность в любых отношениях. В разговорах, в документообороте, в каких-то договоренностях, в оформлении каких-то, не знаю, обязательств перед друг другом. В общем, приятные неожиданности, да, в любви этой весной. А вот здесь, дорогие мои, прям шикарный у нас выпал раскладик. Карта всадник, карта кольцо и карта солнце. Вот здесь я бы сказала, что вы вполне можете получить от своего мужчины, от своего партнера в ближайшем уже обозримом будущем. Мы смотрим на весну. Значит, вот где-то в марте некое предложение. Для некоторых она может так и проиграться. Это предложение, да, руки и сердца. Все-таки солнце — это самая позитивная карта в колоде. Она нам предвещает перемены. Рядом еще и с кольцом, еще и со всадником, да, мы смотрим еще и на любовь, то тут может поступить от мужчины предложение. Может быть, руки и сердце. Может быть, поменять формат отношений. Например, вы встречались, и теперь он предложит вам жить вместе. Или, например, вы долго жили вместе, вдвоем, да, как чета супружеская. Тут мужчина может вам скажет, что нужно как-то отношения либо ваше партнерство увеличить, в том плане, что, может быть, расширить уже вашу семью. В общем, очень хорошее позитивное предложение, которое изменит отношения в лучшую сторону. Какой-то новый виток, новое начало в отношениях, но с хорошей, с позитивной точки зрения. Что мужчина будет показывать вам внешне, да, что будет декларировать, как будет себя вести. Карта Луна, карта Корабль, карта Тучи. Да, конечно, тут мужчина одолевает какие-то сомнения. Сомнения, неуверенность. Он будет с вами на эту тему разговаривать, будет что-то обсуждать. И в то же время эти сомнения, они пройдут. Они пройдут. Это какой-то такой период не затяжной, когда мужчина будет обуреваем какими-то страхами, неуверенностью в себе,
может где-то даже погрузится, знаете, в себя и будет что-то размышлять и думать, как жить дальше. Такое небольшое подвешенное состояние, но оно преодолимо и проходимо, и достаточно такие короткие сроки. Если разделять по месяцам, то март-апрель, прошу прощения, март-май, тут у него что-то может его тревожить, и то это не что-то прям сверхсерьезное, это не что-то прям сверх такое негативное, просто все мы люди, да, и все мы чего-то иногда боимся, опасаемся, и у всех бывает неуверенность в себе. Вот и мужчина будет, и у него будут такие периоды весной. На самом деле, конечно же, тут стремление и желание двигаться, стремление развиваться, у нас карта корабль в центре триады, он так и будет вам показывать и декларировать, что, в принципе, ему нужно движение, ему нужна динамика, да, потому что в приятных неожиданностях некое предложение, и, скорее всего, он будет пытаться его осуществить и реализовать, но может наткнуться на некоторые непредвиденные, неучтенные барьеры, но они преодолимы, дорогие мои. Что у него будет на самом деле внутри, что он вам показывать не будет. Ну, все, в принципе, прекрасно. У нас здесь карта Дом, карта Клевер и карта Аисты. Ничего скрывать этот мужчина от вас не будет. Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. Вы с ним пара, семейная, супружеская чета, да, в каком вы сейчас формате ваши отношения не складывались, но в любом случае мужчина понимает и осознает, что ему с вами очень и очень хорошо. И внутри хочет он, конечно, перемен. Ну вот смотрите, да, и вот здесь приятных неожиданностей перемены. И у него внутри, то, что он вам не будет показывать, тоже желание каких-то перемен. Но внешне он будет транслировать и показывать вам некие сомнения. И то какими-то некими периодами, не на постоянной основе. Но опять же, да, внутренний его посыл быть вместе, может быть, создать какой-то совместный очаг, совместный уют, совместный быт. И причем он это рассматривает довольно такой положительной точки зрения. То есть этого хочет, этого желает, тем более карта Аист у нас выпала. Он к этому стремится. Что мужчина будет ждать от вас этой весной? Карта птицы, ребенок и якорь. Взаимопонимание, конечно же, доверительных, открытых отношений с вами. И, конечно, он ждет от весны и от вас, что эти отношения с ним, они углубятся, они прорастут корнями, они заякорятся и станут... Вот он ждет, что отношения станут более, что ли, стабильными, более отношения, в которых он будет уверен и даже на какую-то малейшую грань не будет у него сомнений, что он там ни в вас, ни в самих отношениях. Отношения с вами ждет легких, отношения ждет таких, когда люди на одной волне, они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, когда все тактильные ощущения, все эмоциональные ощущения, все какие-то мысли внутренние, да, размышления у вас похожи, схожи, и вы идете в ногу с данным мужчиной. И он будет этой весной ожидать вас вот с вами такого коннекта, прям резонанса во всех отношениях. Результат, итог периода, что принесет весна в любви в общем и целом. Карта крест, карта дерева, карта гроб. Вот я бы сказала, что эта весна, ваш формат отношений, она изменит, и они перерастут как в более семейный, судя по всему раскладу, по всем картам, что выпали, да, тут идет трансформация, перемены и рост развития отношений уже в формате семьи, в формате, когда уже можно пожинать некие плоды. И вот здесь, между прочим, вот здесь, что он ожидает от вас. Как я тут уже и сказала, да, может быть, мужчина вам скажет, что я хочу детей, и тут вполне может быть по дереву, что вы можете согласиться и уже работать над тем, чтобы увеличить количество в вашей семье человек.
думать уже о детях, делать детей, в общем говоря, прямо. Вот такой вышел у нас расклад для единичек. Я вам желаю всего самого хорошего. Конечно же, любви, взаимопонимания, гармонии, процветания, благополучия. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И я перехожу к двоечкам. Двоечки, дорогие, смотрим вас. И что принесет весна в любви для тех, кто в партнерстве. И основной фон атмосферы весны. Ребенок. Ну, в принципе, весна, она сама по себе весна, да, это период, когда все просыпается, когда природа просыпается, когда все расцветает, почки, да, это солнышко. Вот и у вас весна, она должна быть прекрасна и чудесной. Весна легкая, беззаботная, такая, даст вам возможность довериться, знаете, мирозданию. У нас выпала карта ребенок. Даст вам возможность как-то, может быть, даже где-то поверить в чудеса, какие-то подарки можете ждать от весны, достаточно такие приятные бонусы. И весна в полном смысле слова может вам принести любовь открытую, доверительную, без каких-либо ограничений. Да? Вот дети, они как любят? Они любят открыто, они любят доверчиво, да, искренне. Вот весна вам тоже принесет такой период. И ваш сигнификатор, как будет складываться весна для вас, как для личности, да, атмосфера для вас. Аисты. Весна – это период перемен. У вас могут быть в отношениях, в любви, конечно, перемены, какие-то изменения в сторону семьи, в сторону увеличения семьи, потому что атмосфера все-таки карта ребенок. И тут, конечно же, для некоторых из вас может проиграться и так, что какой-то переезд возможен. Я не говорю, что это будет прям из страны в страну или там из региона в регион, но вполне себе возможно. И опять же, занятия собой, занятия красотой, занятия спортом и своим телом. Именно вот вы можете весной прям посвятить весну этому делу. Приятные неожиданности весны. У нас карта якорь, рыбы и дерево. Вот тут отношения, они, погруженность в отношения, они у вас станут более прочными. Тут вот заякоренность, укорененность, погруженность, отношения, когда они становятся крепкими, отношения, когда они становятся нерушимыми, отношения, когда появляются такие вот маленькие якоря, да, которые отношения все больше и больше оплетают, да, и они как бы пару партнеров они все больше и больше соединяют, и с каждым вот таким вот якорьком, да, какой-нибудь традицией совместной, которую вы можете придумать, они их уплотняют. И тут также неожиданность какая может быть прибыль, увеличение прибыли, рост каких-то денежных потоков и финансов тоже. Вот. Не могу об этом не сказать. У нас тут такие все хорошие карты выпали. И отношения, они тоже будут расти, развиваться, расширяться и упрочняться. Дальше. Что вам мужчина будет показывать внешне? Что он вам будет транслировать? Что вы прекрасны, что вы желанны, что вы та женщина, та девушка, которая ему нужна. Будет к вам относиться с уважением, будет к вам относиться с неким таким благородством, будет пытаться все ваши прихоти, желания, стремления, планы, мечты реализовать. И, конечно же, здесь его такая яркая, активная демонстрация влечение к вам, близость с вами, секс, желание, жажда прям обладать. Вот здесь мужчина прям такой достаточно активный и динамичный будет в вашу сторону в этом направлении. Ну и, конечно, этот мужчина умен, этот мужчина хитер, этот мужчина продуман. Это такой очень гибкий мужчина, очень мудрый мужчина и
Мужчина, который знает, как обращаться с женщинами. И он с вами обращаться и транслировать вам свои умения и будет. Что он вам не показывает? Что на самом деле у него внутри? Но на самом деле тут никаких перемен нет. Выпала ваша карта бланка, то есть он содержит вас у себя на сердце, у себя внутри. Вы уже там, судя по всему, заякоритесь и укоренитесь. Он вас прям без вас никуда. Вы для него как некая путеводная звезда. Вы для него как некий такой толчок к движению. Вы вдохновляете и подталкиваете его на какие-то свершения, на какие-то поступки. Мужчина рядом с вами, он меняется в сторону, в положительную. Вы на него влияете вот достаточно позитивно. Также тут просто у него в голове и внутри он содержит какие-то шаги, какие-то планы, какие-то пункты у себя, что он хотел бы с вами реализовать, как бы он хотел выстроить с вами отношения, и это желание, это стремление он содержит у себя внутри. И, конечно, это динамизм по отношению к вам. Но он здесь виден, да, по его внешним проявлениям по отношению к вам. И внутри тут тоже. То есть скрывать активно он от вас ничего не будет. Что он него будет? Он будет вам показывать, то он и будет содержать внутри себя. Тоже вот это желание быть с вами. Так, что мужчина будет ждать от вас? Ну, тоже тут карты прекрасные. Карта метла, карта сердца и карта гроб. Движение, некая такой трансформация, признание, что он мужчина. Конечно же, демонстрация от вас любви, привязанности, да, желание быть с ним. Также активность и трансляция от вас, конечно же, именно влечение, да, желание интима с ним, близости с ним. И движение. Он ждет, что и вы захотите какого-то движения, некой трансформации, некой перемен в отношениях. Перемен в лучшую сторону. Почему? Потому что завершается период у нас достаточно так вот легко, открыто. Тут, знаете, вы в конце периода, в мае, там у нас еще и майские праздники, да, он просто может вам предложить куда-то с ним съездить, какое-то место с ним посетить. Скорее всего, это вполне может быть и за границу. Место достаточно такое красивое, место, которое напитывает людей. Вот место такое романтичное. И, скорее всего, для этого дела нужно будет оформлять какие-то бумаги, документы. Может, вы сделаете какое-то раннее бронирование. Тут очень расклад похож на то, что будет все-таки путешествие совместное. Какое-то предложение от него, в принципе, будет. Все-таки у нас кольцо, карта сад и письмо. То есть мужчина, вообще расклад тоже такой хороший. Мужчина рассчитывает и планирует быть с вами. У нас еще карта всадник, да, то есть это он движется к вам, по отношению к вам, желание быть с вами на постоянной такой основе. И, по крайней мере, на весну так он себя и будет транслировать, и этим, в принципе, весна ваша и завершится каким-то совместным путешествием, и это путешествие, оно укрепит ваши отношения, закрепит. Вот такой у нас вышел вариант для двоечек. Я вам, дорогие мои, желаю самое главное здоровья, благополучия, удачи. Будьте счастливы, будьте любимы. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, гармоничной, радостной, красивой. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а я перехожу к троечкам. Троечки, смотрим вас. Как сложится ваша весна в любви? Итак, основной фон периода, атмосфера периода, у нас выпала карта тучи. Ну, что хочу сказать, что, конечно, не очень такая приятная карта, да, говорящая нам о том, что весенний период может быть не очень понятный. Непонятное, какое-то подвешенное, непонятное состояние, когда ты не знаешь и до конца не понимаешь, что происходит и что нам предпринять. Но радует одно, что это все пройдет.
это все уйдет, тучи развеются, выглянет солнышко, и все будет ясно и понятно. Почему? И, скорее всего, это еще и ненадолго. Почему? Не на всю весну. Но вот, вот эта туманность, она станет таким неким толчком, неким аккумулятором, да, для каких-то действий, для дальнейшего развития. Почему это говорю? Потому что у нас ваш сигнификатор выпала карта Солнца. То есть вы будете очень активны, вы будете динамичны, вы будете настроены на некие перемены. Вы будете делать все, чтобы каких-то добиться тех высот, которые вы себе поставили, что-то в жизни своей изменить и пойти по некому новому, благополучному, счастливому пути. И приятные неожиданности месяца карта Коса, Луна и звезды. Очень такая интересная триада, такая интересная выпала. Во-первых, тут, конечно же, вы получите некий результат ранее посеянных вами, да, каких-то процессов, какую-то прибыль получите. Но дальше у нас идет карта Луна и звезды. Вот я бы сказала, что вы просто можете заняться, эти отношения, да, весной, они могут вас подтолкнуть на занятия эзотерикой, либо какими-то энергетическими, магическими практиками. Может быть, вы займетесь, не знаю, какими-нибудь такими вещами, которые заставят вас энергию прокачивать. Может быть, это будет элементарно йога. Но йога в полном смысле слова. Это не только спортивные, да, занятия. Нет, йога в полном смысле слова. Тут какие-то духовные могут быть занятия. Может быть, будут какие-то аскезы. Может быть, вы пересмотрите свое питание сквозь призму занятий йогой. Но вот тут такое что-то прям энергетическое, эзотерическое, магическое, волшебное и чудесное. Почему это подтолкнет, вот этот вот результат, который вы получите, он подтолкнет вас на вот эти самые действия. И тут, конечно, некое тоже подвешенное состояние идет у вас. Что-то будете размышлять, что-то будете думать, что-то будете планировать, прям просчитывать какие-то свои ходы. Вот тут какая-то может быть многоходовочка в отношениях, но она, так как это неожиданности позитивные, она принесет вам, эта многоходовочка, в будущем какой-то позитивный результат. Что мужчина вам будет транслировать внешне? Ну, во-первых, конечно же, что он мужчина, что он альфа, что он защитник и добытчик. Но вот эта его трансляция, она может быть немного в агрессивной, нервной форме. У нас выпала карта метла, выпала карта клевер и карта медведь. Да, он может это делать где-то даже неосознанно, да, не осознавая того, что он может причинить вам боль или как-то обидеть словом или делом. Ну вот необдуманные могут с его стороны тут быть какие-то поступки и слова. Но как бы то ни было, тут мужчина склонен защищать, склонен оберегать, склонен помогать, быть для вас опорой и поддержкой. И, конечно, эта карта метла также может нам говорить о желании именно близости с вами и трансляции оной. Что у него будет на самом деле внутри? А вот внутри, опять же, непонятность какая-то. Мужчина в непонятном подвешенном состоянии. Что-то его беспокоит, что-то не дает ему покоя. И причем то, что его беспокоит, да, какие-то неизвестность дальнейшая. Он прям будет грызть себя, поедать себя, постоянно анализировать, постоянно об этом думать, постоянно все это переваривать, но показывать вам на самом деле не будет. Возможно, и поэтому вот здесь внешне он будет немного нервный и агрессивный, потому что внутри нет гармонии, внутри нет покоя, внутри есть непонимание, да, вот эти самые точки. Внутри нет осознанности и ясности. Внутри только вот лишь какой-то анализ, это вот
возня непонятная, которая не дает ему покоя. Он еще и сам может себя накручивать и с какой-то такой маленькой незначительной проблемой может вообще снежный ком себе навертеть, а потом не знать, что делать с этим снежным комом, который он сам же себе придумал. Чего он ждет от вас? От вас ждет понимание, от вас ждет понимание и внимание с вашей стороны. От вас ждет некого динамизма и трансляции того, что он мужчина, который вам нужен, в котором вы нуждаетесь. Ждет, что вы будете ждать, будете терпеть, когда вот этот непонятно неизвестный период в жизни закончится. Ждет от вас понимания, да, как я уже сказала. И, конечно, будет ожидать от вас, вот знаете, мужчины шли глазами. И вот здесь как раз-таки мужчина из этой серии, когда он будет ожидать от дамы такой красоты внешней. Когда, вот знаете, некоторые мужчины любят, когда рядом с ним красивая женщина, чтобы вот выйти в свет и показать, что рядом с ним идет такая вот красавица, умница, додельница. Вот этот мужчина из такой истории. И, конечно, будет ждать от вас трансляции, декларации, от вас вот принятия его как мужчины и некого такого благородства по отношению к нему. То есть будет ждать, что вы будете ему прощать все его какие-то проступки, что вы будете принимать его таким, какой он есть. И ждет от вас, конечно, проявления желания близости с ним. Опять же, да, у нас выпали лилии. Это такая красота. И чем же закончится период и результат? Чем вы перейдете в лето? Тут вообще все прекрасно. То есть ближе к концу периода, к маю, все эти тучки у него развеются, скорее всего. Он поймет, что вас связывает любовь, что вы влюблены, что он хочет быть с вами, что эти отношения, они дают ему все то, что ему необходимо. Что вы друзья-соратники, что вы партнеры, что в ваших отношениях есть доверие, дружба, взаимопонимание, гармония. И отношения эти уже заякорились. То есть этот период каких-то неких испытаний, да, и испытания эти будут, скорее всего, больше лично у мужчины, нежели у вас, дорогие мои дамы, потому что вы настроены позитивно. У вас сигнификатора, вот, солнышко. И, скорее всего, вы еще и своей энергией, своей силой, которой будете еще и заниматься, вот здесь вы будете его подпитывать. Вы будете давать ему силу, вы будете давать ему энергию двигаться дальше. И вот он на вашей силе будет расти, развиваться и расширяться. И там вы уже в конце периода сможете получить какие-то свои плоды от него. Потому что отношения с вами заякорятся еще сильнее. Мужчина поймет, что это любовь окончательно. И дальше летом мы уже посмотрим, что будет дальше. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. Я вам желаю всего самого наилучшего. Берегите, любите, балуйте, радуйте и цените себя и друг друга. Берегите своих близких. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал вам полезен, что он вам помогает, подсказывает, может даже где-то оберегает. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.